Концерт, посвященный миру, начинается с самой главной песни, которая была о нем написана. Произведение «Аист на крыше» исполняет Марем Добриева вместе со своими подружками. Девочка сегодня здесь только в качестве гостя. Она прошла курс реабилитации и теперь посещает центр только по большим праздникам. Для Марем это больше, чем просто песня. Это своего рода гимн благополучной и здоровой жизни. Эта песня посвящена тому, что когда начиналась война, мама аистенка делала домик, чтобы выжить аистенку. Когда начиналась битва, под крышей этого аиста жила девочка, и она любила кормить этого аиста. И аист смог выжить и улететь с этого города. А на сцене одни артисты сменяют других, успевая только хлопать и подтанцовывать. Песни, стихи и танцы. В руках воздушные шары с прикрепленными к ним бумажными голубями. В память о тех, кто сражался за благополучное будущее. Юные кадеты, будущие защитники, тоже поют сегодня о самом главном на свете – о дружбе и мире. А вот детский хореографический ансамбль Сунжинского дворца культуры «СД» подготовил специальный номер. Свою любовь к людям, живущим на планете, маленькие артисты выражают в танце дружбы. Это произведение, символизирующее мир между народами Кавказа. Международный день мира – день глобального прекращения огня и отказа от насилия. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 30 ноября 1981 года, но отмечается он с 2002 года 21 сентября. С тех пор он вовлек миллионы людей, охватив многие страны. События последних лет, будь то многочисленные войны, борьба с терроризмом или климатические проблемы, сделали этот праздник как никогда актуальным. Даже для малышей этот праздник не пустой звук. Мир – это когда люди живут мирно, когда они живут вместе, когда они не дерутся. Это называется мир. Мир, где люди дружно живут и где нужно и дружат. Мне очень понравился концерт. Дети танцевали и пей. Мир – это больше, чем просто отсутствие войны. Для этих ребят и их родителей он еще означает здоровую жизнь, где все живут в гармонии и уважении друг к другу. А такие праздники – возможность отвлечься от повседневных будней и хотя бы на миг забыть о своих недугах и проблемах. Работа в реабилитационных центрах, коррекционных школах идет ежедневно. А в праздничные дни здесь устраиваются такого рода концерты, чтобы каждый ребенок не ощущал себя каким-то особенным. Это благотворно влияет вообще на детей центра, потому что дети подтягиваются, смотрят, ориентируются, и им это очень интересно. И вот сегодняшние выступления детей, вы обратили внимание, что дети хотят и петь, и танцевать, несмотря на то, что у них определенные недуги. Думаю, что вообще такого рода мероприятия – это вообще для всех и эстетическое наслаждение, и моральное удовлетворение получают не только дети, но и родители, которые переживают за здоровье своих детей. Это только на пользу. Этот праздник заканчивается, но не заканчивается кропотливая работа, которую ведут врачи и воспитатели центра. А заряда положительных эмоций ребятам с лихвой хватит до следующего праздника или концерта. Тамара Хашагульгова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.